Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем проект Дома дружбы «Достык Дастархана». У нас сегодня в гостях заместитель председателя Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Зарина Байрамовна. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Очень приятно видеть вас на нашей территории, в Доме дружбы, на этой прекрасной кухне. Как у вас настроение? Замечательно. Прекрасно. Ну, тогда, я думаю, уже можно приступать. Для начала рассказать, что мы сегодня будем готовить, чем будем радовать наших зрителей. Мы сегодня решили приготовить два турецких национальных блюда. Это старинные блюда турецкие. Это называется эт бörek. Это в переводе с турецкого называется слоеный пирог с мясом. И peynir börek. Это получается пирог с сыром. Пирог с мясом готовится в духовке, а пироги с сыром готовятся на сковородке на газе. Очень хорошо, тогда давайте начнем. Мы предварительно замесили тесто, чтобы оно отдохнуло. В состав теста входит обычно пресное тесто, вода, соль. Без добавления масла, без добавления дрожжей и яиц. Мы замешиваем тесто, как какой хозяйке удобно. Кто-то любит поплотнее тесто, кто-то любит помягче. Я замесила помягче. И на сколько минут мы оставляем тесто? Чем дольше, тем лучше. Можно и на час, можно и на 15 минут, но не меньше 15 минут. В холодильник ложить не надо? Нет, просто оставляем на кухне в целлофановый пакетик, все. Вообще, это все получается блюдо простых крестьян. Очень простых. И я смотрю, продукты тоже доступные. Да, очень легко доступные продукты получаются. Я могу вам помочь немножко. Чуть-чуть с мукой. Как часто сами? Колобки. Как часто сами дома готовите? Очень часто, в неделю 1-2 раза обязательно. Мои домочадцы очень любят. Я думаю, что тесто достаточно простояло. Да, когда режете, заметно, да. что оно отдохнувшее, да. Делим на колобки, да. На несколько для peynir börek мы делаем небольшие колобки, а для börek с мясом мы делаем большие, так как мы будем его раскрывать очень тонко, и нам нужен большой круг теста. Ну, пока мы готовим наше блюдо, хотелось бы, Зарина, узнать больше о создании вашего центра Ахыска, о деятельности, о целях и направлениях. Наш турецкий этнокультурный центр организовался в 2007 году. Тогда еще первым председателем Атаевым Бинали Байрамоглы. К сожалению, сейчас его нет среди нас. Это мой родной брат. И вот с самых первых истоков как этот центр у нас начал вести с момента образования здесь, мы являемся областным филиалом. У нас республиканский филиал находится в городе Алматы. И так как по всем городам уже на тот момент были филиалы турецких этнокультурных объединений, только в Караганде у нас не было. И вот Бинали Байрамоглы, он был спортсменом, таким лидером среди молодежи, и вот его выбрали методом голосования, и вот организовался этот центр. Поначалу мы, конечно, были все очень в растерянности, как это все будет, как это будет какие основные функции. Основные идеи с самого начала, при первом собрании нашего центра была такова: работать активно с молодежью, так как мы считаем, что молодежь – это будущее. Вообще не только мы, все так считают, что молодежь – это наше будущее. И сегодня, если мы воспитаем достойную молодежь, то у нас будет достойное будущее. Да, молодежь, которая знает обычаи, традиции. И вот так как наш первый председатель был очень патриотичным человеком, очень любил Казахстан, он родился, вырос в Казахстане, и он начал с того, что будем с детьми работать, прививать им патриотический дух, любовь к родине, любовь к казахскому языку, государственному языку. Все, что связано с нашей страной, наши дети должны это все любить и уважать. Соответственно, и соотечественников своих, и все, что с этим связано. И вот с того момента самым именно главным нашим девизом является это. Также наш центр занимается благотворительностью.
Это все не афишируем, потому что нам нравится оставаться в тени всегда. Мы это все делаем молча, тихо. И, может, я сюда буду перекладывать? Да, уже можно, колодки уже готовы, дадим им отдохнуть, накроем. Это вот для... А сколько представителей по области проживает? У нас по области, по Карагандинской области проживает 50 семей. Да. И вы всегда активно общаетесь? Да, активно общаемся. У нас есть свои мероприятия, какие-то собираемся. Также вот у нас, помимо того, что в Карагандинской области вот местных 50 семей, у нас очень много студентов с Южного Казахстана. Дети, да. Как интересно. Учатся многие, вообще вот такая тенденция пошла сейчас, очень много поступают в медицинский вуз. Вот у нас, например, действующих врачей в Караганде очень много. У нас есть хирурги, есть онкологи, есть урологи, есть фтизиатры, такие прям заслуженные врачи. Спортсмены, мальчишки, прям именитые такие. Многие дети поступают вот либо в медицинский вуз, либо в спортивную школу имени Алии Молдоголовой. Для этбюрек мы предварительно все уже нарезали. Лук, кинза, поперчили и фарш. А специальные какие-то специи нужны? Нет, абсолютно. Красный перец, черный перец и соль посолить. Хорошо, давайте я вам подам соль. Пожалуйста. Каждый солит по своему вкусу, по своему усмотрению. Мы знаем, что в основном вас сплочают культурно-массовые мероприятия, которые проходят в Карагандинской области. Да. Мы знаем, что вы постоянно принимаете активное участие. О благотворительной деятельности тоже сказали. Это все важно, на самом деле, для любого центра, я считаю. Это все развитие, это все будущее наших детей, наше будущее, нашей страны. Вот, например, у нас активно мальчишки участвовали в этих айтысах Бухар-Жирау, Калкаманулы, занимали активно, участвовали, активно занимали призовые места. Я сама получила гран-при в своей возрастной категории, как бы я переводила стихи казахского поэта Бухар-Жирау, Калкаманулы на турецкий язык, и на казахском языке я это все читала. Вы сейчас помните? Хотя бы строчку. Да. Давайте озвучим. Вот одно из моих любимых стихотворений, которое я и перевела на турецкий язык, и сама как бы все время участвуя в конкурсах читала, это «Асқар таудың өлгені». «Асқар таудың өлгені, басым мұнар шалғаны, көктегі бұлттың өлгені, аса алмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, шалқар айдың өлгені, мұз болып тастай қатқаны, қара жердің өлгені, қар астында қалғаны, өлмеген дене өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Тамаша, тамаша. Зарина Байрамовна, қазақша тамаша сөйлейсіз ғой? Иә, тілді жақсы білетін сияқтысыз. Сүйем қазақ тілін сөйлесем. Тамаша. Үйде қазақ тілінде сөйлейсіздер ме? Үйде орыс тілінде, к сожалению, разговариваем, даже түркше сөйлемейміз. Солай ма? Бірақ қазақ тілін білесіз? Иә, мен Шымкентте туып өстім. Шымкентте туып өстіңіз. Балаларыңыз біле ме мемлекеттік тілді? Иә, мемлекеттік тілді үлкен бағам жақсы біледі. Сол де Бухар-Жырау айтыстарына қатысты. Жеңімпаз болды. Қазір ол 3-ші курс медакадемия студент оқиды, қазақ тілін жақсы біледі. Себебі бізге, это біздің тіліміз бізге. Иә, әрине, мемлекеттік тіл, оның үстіне ата-анасы қазақ тілінде әдемі сөйлесе, бала ата-анаға қарап өседі ғой, үйренеді, көреді. Сондықтан өте тамаша, мен таңғалып тұрмын, қуанып тұрмын сіз үшін. Зарина Байрамовна, что мы делаем дальше? Мы дальше должны натереть сыр. Давайте натерем. Хорошо. А сыр подходит любой? Да, любой. Кому какой нравится. Не принципиально, да. Можно и брынзу, можно и сулугуни, можно и такие голландские сыры. Мы знаем, что центр Ахыскас активно сотрудничает с Ассамблеей народа Казахстана Карагандинской области. Часто встречаетесь в Доме дружбы. Это такая, я думаю, любимая площадка для всех представителей различных этносов. Что для вас значит дружба народа? Дружба народов для турков, которые проживают в Карагандинской области, и для меня лично заключается в проживании в мире и согласии с нашими соотечественниками. Уважение и толерантность к обычаю и культуре. Мы стараемся всегда участвовать во всех мероприятиях, которые проводят другие этносы.
Для нас это принципиально важно, показать, что мы поддерживаем, что нам очень как бы за честь участвовать в этих мероприятиях. Мы также, я считаю, что качественная дружба не будет, пока мы не будем знать друг друга изнутри. Обычаи, традиции узнаем, мы стараемся побольше уделять внимание вот таким именно фольклору. Ну вот мы стараемся народному творчеству, мы стараемся поддержать в каких-то мероприятиях, участвовать, быть на одной волне. Вот можно уже раскатывать тесто потихонечку. Тесто у нас отдохнуло, надо в тонкий пласт раскатать его. Зарина Байрамовна, сіз қазақ тілінде өте тамаша сөйлейді екенсіз. Жаңа өлең жолын оқып жатсыз, қандай тамаша. Өзіңіз Абайдың шығармаларын оқисыз ба? Қандай сүйікті шығармаңыз бар? Ну, я оқимын Абайдың шығармаларын, ең сүйікті шығарма «Көзімнің қарасы» и «Абай жолы», сол маған ұнайды өте. Абайдың қара сөздерінде оқитын шығарсыз. Вы, Зарина Байрамовна, часто участвуете в различных культурно-массовых мероприятиях от центра Ахыска, мы часто видим. Да, я бы участвовала бы еще больше. Просто бывает так, что меня приглашают одновременно в несколько мест. Даже так? Да, бывает, да, так. И вот, к сожалению, приходится посещать одно. А так, я вообще это вот что-то для меня это что-то такое родное. Это не то, что работа мне там надо. Это вот я получаю от этого большое удовольствие. Помимо официальных мероприятий, еще наши празднуют все праздники государственные, все вот эти... Накрывают Дастархан. Да, Дастархан, это все так активно, это все вот в ресторане сидят, вот женский день, ну все праздники, которые у нас в государстве есть, стараются все встречаться, это все такой дружелюбной атмосфере все проходит. На семейные праздники, наверное, тоже приглашают? Да, обязательно, конечно, да, обязательно мы все друг друга приглашаем, и как бы такие большие мероприятия, и каждый из нас старается поддержать, посетить мероприятия. Ну, очень, мы как большая одна семья. Ассамблея – это семья. Да. По-другому никак. Да, это семья, да, по-другому никак. Прекрасно. Так, да, тесто еще тоньше делаем? Еще тоньше. Вы меня удивляете, Зарина Байрамовна. У нас получается... В этом-то и есть, наверное, особенность этого блюда. Чем тоньше, тем вкуснее. Ну, получается, мы раскатали тонко этот пласт теста. Теперь мы его должны смазать маслом, любым подсолнечным рафинированным маслом, чтобы оно без запаха было. Обильно, да? Да. А если сливочное масло, тоже подойдет? Да, и сливочное это уже на вкус и на цвет, как говорится. Ну, то, что фарш бывает иногда жирный, то сливочное масло, мне кажется, будет как бы много. Тяжеловато. Очень хорошо. В процессе, когда мы смазываем, это все растягиваем, чтобы еще тоньше вот эти края, где не совсем... Скажите, пожалуйста, вот, Зарина Байрамовна, какие обычаи и традиции похожи с казахскими обрядами? Вот сначала начнем с того, что казахский народ и турецкий народ – это братские народы. Мы все выходцы из тюркских племен, и у нас очень много общего. И в обычаях, в традициях, и в семейном укладе жизни, и в менталитете, в ценность, в воспитании детей. И вот в языке очень много, практически однокоренные слова. Да, кстати, язык очень похож. Да, очень похож язык. Теперь мы это все дело фаршем. Хорошенько. Смотрю, немножко похоже даже на урама. Да. Согласны? Да. Урама. Урама, кстати, мы тоже готовим, оно у нас называется хану. Мы казахша говорим урама. Нет, ну правильно, урама у нас тоже урама это как замотал. Вот мы сказали, что казахский и турецкий язык похож. Да. Какие создаются условия для изучения языков? Ну вообще у нас была вечерняя школа по изучению турецкого языка и казахского языка. У нас ходили дети,
Очень много. Сейчас просто чуть-чуть у нас мы притормозили чуть-чуть. У нас учительница в декрете. Ага. Мы ищем нового педагога. Кадров не хватает. Да, не хватает, так, да. Угу. Кадров не занимаются дети в Доме дружбы, да? Да. Угу. У нас наш кружок и немцы посещали, и русские посещали, и татары посещали. Вот мы это все красивенько разложили. Угу. Теперь нам нужен ножик. Нож давайте я вам подам. Давайте. Мы должны его разделить напополам. Вот мы так здесь. И начинаем скатывать тесто. Да, так. Ну, весь процесс надо тянуть тесто. Чем тоньше оно будет, тем оно красивее потом выйдет пирог. Вот так. Не сильно плотно, а вот так. Ага. Чуть-чуть свободнее должно быть, чтобы там воздух мог там. Вот так. Угу. Прекрасно. Да. И также с этой стороны. Зарина Баряновна, как часто дома готовите казахские национальные блюда? Бишбармак, бауырсак. Честно, чаще, чем турецкие. Да? Да. Русский борщ, солянка, бишбармак, пельмени. Это все у нас готовится чаще, чем турецкие блюда. Мои дети любят эти блюда больше, чем турецкие. С удовольствием готовятся на кухне. Да, обязательно. Особенно бишбармак – это наше любимое блюдо, мы гостей только им и встречаем. И турков, и казахов, и русских, всех мы так встречаем. Вот мы, получается, собрали пирог. Двух частей у нас? Да, две части. Мы собрали пирог его красивенько. Это все мы смазали добротно яичным желтком, чтобы была хрустящая корочка. Это все мы отправляем в духовку на 25-30 минут. Ну, смотря какая духовка. Тут у нас 240 градусов у нас будет. Обычно от 200 до 240 ставится. Смотря какая духовка. Да, ну, это да. Тогда приступаем. Вот мы для пельмель буряки раскатали тесто. Оно не такое большое, но тоже тонкое. Тоже тонкое. Ага. Теперь мы это все смазываем подсолнечным маслом. Но тут можно и использовать сливочное масло, потому что сыр со сливочным маслом очень хорошо сочетается. А по размеру должно быть именно таким, да? Ну, уже знаете, у кого как сковородка позволяет. Можно и побольше. Ну, у нас в данном случае сковородка позволяет такой размер, да. Так, мы это все, чтобы пропиталось. Это мы все обильно сыром. Давайте я вам помогу. Нет, сильно много не надо. Да, ага, все. Так, что потом вытечет. Так, тут мы этот конец сюда. Типа конвертик у нас получается. Тут опять мы смазываем, чтобы оно не прилипло. И было как... Оно даже означает хатмер. Кат это получается слой. Слойка. Да. Если достоверно перевести, получается хатмер это слоистый перевод означает. Вот так у нас получается. Получился у нас такой конвертик. Да. Мы теперь эти края между собой вот так красиво должны собрать. И между собой мы все края должны хорошенько закрепить. Да, закрепить, не порвав тесто, чтобы не вытекла начинка. Так как у нас тут очень много сыра, вот так. Это все, очень много масла, я думаю. Это все мы будем готовить на сковороде без масла.
вот мы сегодня приготовили турецкий бörek, ат-бöreği. Это турецкий солоный пирог с мясом. Он очень прост в приготовлении, но всегда выглядит дорого. Как беспроигрышный Да, вариант. и аппетитно, и дорого, Да. и вкусно. Так. И быстро. Это вот получается пейнир бörek. Он еще проще, готовка этого бörека еще проще. Прекрасное дополнение к завтраку. Прям гости, завтрак, это семейный завтрак. И детям, да? Да, и Сейчас детям прям любимое это, блюдо. как пицца тонкая получается, сырная, дети любят сыр. И это получается турецкий салат чаджик, аналог нашей окрошки. Тут входит разные разновидности зелени, уже кого как фантазия. Можно и со Кто что любит, да, да, скажем можно так. со сметаной, если кто-то хочет по калорийнее, кто-то, если на правильном питании, можно с 100% кефиром. А так катык, айран, ряженка, пожалуйста, у кого как фантазия. Сюда входит зелень, чеснок, кефир и огурцы, да. Зарина Байрамовна, хочу выразить вам огромную благодарность за то, что сегодня нашли время, приехали к нам в студию, на кухню Дома дружбы и приготовили вот эти замечательные блюда. Очень приятно. Спасибо и вам большое, что вы пригласили нас. Для нас это большая честь участвовать в такой прекрасной передаче. Спасибо, что вы организовали такую передачу. Это Благодарю замечательно. вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Смотрите нас на YouTube-канале Дома дружбы города Караганды. Подписывайтесь и готовьте вместе с нами. Всего доброго!